Проще говоря. На минувшей неделе перевернута еще одна страница в новейшей истории Республики Коми. И речь идет не только о формировании нашего кабинета министров. Да, Владимир Уйба решил взять на себя всю полноту ответственности за республику, как и обещал. И депутаты его поддержали, что само по себе тоже немаловажно. Но недели ранее, 26 октября, опубликован указ президента о стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. До 26 декабря 2020 года единый план мероприятий по реализации основ государственной политики страны в Арктике должны внести в правительство Российской Федерации. Такую задачу поставил Михаил Мишустин перед Минвостокразвития. Всю минувшую неделю указ активно обсуждался экспертами. Например, наши соседи из Ненецкого округа и Архангельской области немного обижены на Коми. Считают, что теперь им с нами придется вынужденно сближаться. Примерно вот так. От нашей республики в состав арктической зоны вошли Воркута, Инта, Усинск и Усть-Илимский район. Для этих территорий предусмотрены особые социальные стандарты и льготные условия для инвестиций. Но дело не только в этом. В указ вошла большая часть многолетних чаяний наших геологов, промышленников и транспортников. Предусмотрены железные и обычные дороги, углубление пещеры, разработка новых месторождений. По самым скромным оценкам, государственные вложения оцениваются в 600 миллиардов. А с учетом частных инвестиций зашкаливают далеко за триллион. И стратегию, и план, и его реализацию мы еще не раз будем разбирать по косточкам. Пока что стоит отметить. Этот документ не просто чьи-то хотелки и пожелания. По многим позициям работа уже идет. По другим начнется буквально завтра. Есть еще один значимый для ныне живущих, и особенно болеющих граждан, план. Его глава республики обнародовал на встрече с активистами Коми Войтер. О проблемах первичного звена нашей медицины говорят давно и горячо. Все. Пандемия тему только обострила. Владимир Уйба обсудил наши боли с президентом и доложил. Республику поддержит федеральный центр. Причем сегодня уже можно говорить о значительном увеличении финансирования с 3 до 6 миллиардов рублей. По итогам моей онлайн-встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным даны 2 поручения, это в части здравоохранения. Одно из них о выделении средств федерального бюджета на ремонт, строительство и замену объектов здравоохранения Республики Коми. Предварительный объем финансирования проекта программы модернизации первичного звена составляет почти 6 миллиардов рублей. Причем доля федерального центра в софинансировании программ модернизации первичного звена составляет 95%, и лишь 5% заплатит республика. Стоит пояснить, почему я рискнул заявить о новой странице в новейшей истории Коми. Дело в том, что Владимир Уйба и его команда в рамках предвыборной кампании ничего особо не придумывали и не обещали. Ни территории мечты, ни программы возрождения. Что для республики не совсем обычно. Период формирования правительства тоже кому-то показался почему-то затянутым. Заговорили даже о каком-то кризисе власти. Теперь и ближние, и дальние перспективы стали ясны не из предвыборных лозунгов, а из конкретного плана действий. План амбициозный, но реальный, поскольку утвержден президентом, а значит, будет обеспечен и финансирование. Очевидно, что именно под эти планы и сформирован новый кабинет министров. Может быть, и не совсем уж в окончательном виде. Тут Владимир Уйба пошел на определенный риск – совмещение должности председателя правительства и главы. Дело не только в чисто физических нагрузках. Хотя документов рассматривать и подписывать лично придется в 2 раза больше. Этим решением глава принимает всю ответственность и критические стрелы на себя. А стрелы будут. Тут можно не сомневаться. С учетом достаточно явных преференций со стороны президента, безумством храбрых такой шаг не назовешь. Но это, безусловно, поступок мужской. Заявленные миллиарды ведь надо будет не просто осваивать, а делать это с умом.
И тут работы хватит на всех. Требуются строители, дорожники, инженеры, врачи, медсестры и даже студенты, из которых всех этих специалистов будут растить. И не просто специалистов, а даже министров. Работу, и работу неплохую, нашли для всех.